Прямой эфир телеканал Якутия-24. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите далее. ЧП на судоверфи в Жатае. 1 человек погиб, 2 пострадали при взрыве парового котла. Следим за ледоходом. Прямое включение нашего корреспондента с района Даркылах в Якутске. Будет вся последняя информация. Перевозка нефтепродуктов на новом уровне. Новый нефтегазовый комплекс заработал в селе Павловск Мегино-Кангаласского района. В чем уникальность этого важного объекта? Лучший сварщик Алроса в Мирнинском районе провели конкурс профмастерства. За победу боролись работники из 10 подразделений алмазной компании. Кто в итоге победил? Арх-Москва в столице страны открыли престижную международную выставку дизайна и архитектуры. Там Якутия объявила о старте конкурса на лучшую концепцию площади Ленина в Якутске. Один человек погиб, 2 пострадали при взрыве парового котла на предприятии Ленского пароходства. Пострадавшие получили ожоги. У одного из них перелом руки. Их доставили в больницу Якутска. Об этом сообщили в Следственном комитете на транспорте. Взрыв парового котла произошел во время работ по выпариванию свайного поля, сообщает пресс-служба Ленского пароходства. Указанная территория подпадает под застройку высокотехнологичной Жатайской судоверфи. Поясняется, что работы производились силами подрядчика предприятия «Символ» на их оборудовании. Согласно условиям договора, предприятие «Символ» должно было освободить территорию от старых свай, сказал главный инженер Ленского речного пароходства Виктор Шадрин. В Нерынгринском районе водитель, управляя иномаркой, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ. В этой аварии никто не пострадал. А уже в другом ДТП на федеральной трассе А-360 водитель, управляя автомобилем Nissan, не справился также с управлением и совершил опрокидывание авто. В результате 2 пассажира получили телесные повреждения. 17 мая в 12:40 в Нерынгринскую центральную больницу бригадами скорой медицинской помощи были доставлены 2 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на федеральной трассе в 6 километрах от поселка Серебряный Бор. Первый пациент, мужчина, был госпитализирован с переломом голени и плечевой кости в травматологическое отделение. Вторая пациентка с переломом наружной лодыжки после осмотра и проведенных исследований, а также оказанной медицинской помощи отпущена домой на амбулаторное лечение. Новости по ледоходу. На реке Алдан активная фаза проходит по территории Тампонского и Усть-Алданского районов. Лед на реке Вилюй проходит по территории Вилюйского и Верхневилюйского улусов, а на реке Колыма ледоход проходит по территории Среднеколымского района. Возле Зырянки уровень понизился. На реке Марха в окрестностях Амалыкая отмечен редкий ледоход и незначительный подъем уровня воды. На реке Адыча идет средний ледоход, и уровень воды упал. На северных реках Андигирка и Яна пока ледостав, подтопленных населенных пунктов по республике нет. Тем временем облет на самолете малой авиации Cessna совершили в Хангаласском улусе в целях мониторинга паводковой обстановки. Маршрут облета Табагинский мыс, село Едяй. Как оказалось, на вызывавшем опасения Батамайском перекате заторных явлений не наблюдается. Ситуация стабильная, густой ледоход. У отдаленных сел Улуса Исид, Кытылджура, Едяй количество льда на реке минимизировалось. Под Покровском средний ледоход. Что касается Табагинского мыса, то там отмечено скопление ледовых масс, но заторного явления нет. На Табагинском мысе, значит, у нас в основном все-таки на газопроводе сейчас где-то половину русла реки занимает льды. Именно не затор, а просто остановка льдов. И вот в данный момент вот именно вот такое мы наблюдали. И еще хотелось бы сказать следующее. Дело в том, что вот эти массы льда, они шли сплошняком, пока мы летели в сторону Едяя. Они были сплошные почти. Разрывов практически не было, но на обратном облете, на обратном пути уже, значит, наблюдались разрывы, причем значительные, так как будто бы река их отделяла для того, чтобы она уже прошла спокойно, более-менее. Вот эти массы льда проходили уже.
Последние сутки наши корреспонденты работают и выходят с нами на связь из разных точек реки Лены вблизи Якутска. Прямо сейчас на территории паромной переправы в районе Даркылах находится моя коллега Саргалана Захарова. Добрый вечер. Саргалана, тебе слово. Да, Влад, добрый вечер. Я напомню, что ледоход подошел к Якутску сегодня рано утром. Это на 4 дня раньше обычных сроков, отмечают гидрологи, что по теплой погоде, которая установилась в республике, неудивительно. Ну а сейчас за последние часы наблюдается снижение уровня воды в реке Лени в районе Якутска. И они составили 300 сантиметров при критических 820. И напротив, у поселка Кангаласов уровень воды поднялся на 45 сантиметров, и там совсем недавно начался густой ледоход. Однако при этом все уровни воды находятся в пределах нормы, и ледоход проходит спокойно. Горожане находятся в ожидании, и многие приезжают на берег реки Лены, чтобы посмотреть на ледоход. Ну, нынче то, что ледоход идет спокойно, это даже душе приятно, радостно. Лишь бы вот эта матушка наша Лена не сбрыкнула и не наделала бед, как говорится. Чтобы ледоход хорошо прошел, без последствий. Традиция у нас как бы обязательно посмотреть лед, как река идет. Ну, испокон веков наши предки так ходили, наши родители тоже так делали, и мы тоже вот так. Ладушки готовим. Первые 3 оладьи должны положить сюда. Вот такая традиция. Такое событие связывать с весной, приходом весны. И, наконец-то переправа откроется. А какие-то вот мысли, чувства вызывают, вот когда смотрите? Ну, конечно, самое основное, я страшная рыбачка, я люблю рыбачить, поэтому скорее бы она вскрылась и рыбу ловить. А для якутян ледоход – это особое событие. Люди верят, что в это время очищается все окружающее, вся природа, и вместе с водой и льдом уходит все плохое. Горожане оставляют на берегу оладушки, кормят духа реки. Ну а пока река благосклонна, уровни воды во всех районах в пределах нормы. Давайте послушаем, какие прогнозы дают на ближайшее время гидрологи. Выход паводочной волны на реку Лена с реки Алдан мы ожидаем числа 18 мая. Выход воды также с реки Вилюй на реку Лена мы прогнозируем 20 мая. Вот. На реке Вилюй тоже ледоход проходит без особых последствий. На всех реках республики уровни ниже критических отметок, угрозы затопления населенным пунктам нет. Как дальше сложится обстановка на реке, пока сказать сложно. Прогнозы делать пока рано, потому что паводок прошлого года показал, что ситуация может поменяться в любой момент. Ну а сейчас ледоход, паводок 2019 проходит спокойно, и будем надеяться, что дальше и пойдет в таком же духе. У меня пока на этом все. Влад. Спасибо, Саргалана. На прямой связи с нашей студией с информацией о прохождении ледохода вблизи реки Лены была наш корреспондент Саргалана Захарова. Тем временем из Осетрова 9 тысяч тонн сухого груза и 3,5 тысячи тонн нефтепродуктов наливом отправлено для нужд республики. Кроме того, по информации Ленского речного пароходства, с леспромхозов Киренского района Иркутской области производится отгрузка лесных грузов для получателей Якутии. А теплоход «Жуя» с баржей прибыл в Пилидуй, разгрузился и вновь отправился в Осетрово. Флот, находящийся в Хандаге, как только ледоход на Алдане пройдет, выйдет на Джибари-Кихая, чтобы первыми рейсами доставить каменный уголь грузополучателям реки Амга, куда по плану предстоит доставить 30 тысяч тонн каменного угля. К другим новостям. Прирельсовый нефтегазовый комплекс заработал в селе Павловск Мегино-Кангаласского района. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня. Команду о запуске дал глава республики Айсен Николаев по видеоконференц-связи. В чем уникальность этого важного объекта? Репортаж Анастасии Кобызевой. Запуск разрешаю.
Новая, более надежная и экономичная логистика. Раньше основной объем нефтепродуктов в республику доставляли с Усть-Кута по автозимнику. Теперь же круглогодично по железной дороге топливо будут доставлять в село Павловск, где базируется новый прирельсовый нефтегазовый комплекс. А уже оттуда распределять в заречные и центральные районы Якутии. Это Амгинский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Усть-Алданский, Татинский, Горный, Вилюйский, Верхневилюйский, Тампонский и Намский районы, а также город Якутск. Я считаю, что это большой шаг в укреплении жизнеустойчивости десятков населенных пунктов нашей республики. В среднем на переработку и перевозку нефтепродуктов, я считаю, что должно экономиться до 300 миллионов рублей в год. Новый нефтегазовый комплекс состоит из подъездного железнодорожного пути, автоматической газораспределительной станции и склада хранения нефтепродуктов на 8 тысяч кубометров с перспективой расширения до 16 тысяч кубометров. Здесь реализована автоматизация комплексная объекта. Все технологические процессы, связанные с приемом, с хранением, перемещением, с отпуском нефтепродуктов, они автоматизированы. То есть все процессы открытия-закрытия задвижек, включение насосов, отражение уровня нефтепродуктов в резервуаре, все это происходит у оператора непосредственно на его рабочем месте, на его рабочем компьютере. 60 тысяч тонн нефтепродуктов – годовой оборот резервуарного парка. В перспективе он может вырасти до 100 тысяч тонн в год. Если мы будем дальше увеличивать емкостный склад объемы, то мы будем и увеличивать круглогодичную доставку до 100, может быть, даже более кубов ежегодно. Надо иметь в виду, что Саханнефтегазбыт для жизнедеятельности, потребностей республики завозит ежегодно 180 тысяч кубометров светлых нефтепродуктов. Значение нового комплекса невозможно переоценить. В этот проект вложен большой труд и серьезные средства – более $500 миллиарда рублей. Самое главное, круглогодичная поставка решит проблемы по обеспечению нефтепродуктами жителей Центральной Якутии. Анастасия Кобузева, Вячеслав Санников, Павел Пахомов, Якутск, Мегино-Кангаласский улус. Урок по охране труда организовали специалисты компании «Транснефть Восток» для гимназистов Нерюнгри. Рассказали о том, как пользоваться средствами индивидуальной защиты, как оказывать первую помощь и многие другие полезные вещи. Подробнее Екатерина Павлова. О правилах безопасности и охране труда школьники первой гимназии города Нерюнгри уже слышали на уроках ОБЖ. Они понимают, как важны правильные действия в чрезвычайных ситуациях и спешат дополнить свой багаж знаний на уроки с участием сотрудников «Транснефть Восток». Мероприятие для учеников старшего звена было организовано в рамках тематического года, объявленного в компании «Транснефть». Цель – информировать школьников о значении безопасного труда на объектах нефтепроводной системы. Учить тому, что работа должна быть безопасной для жизни, нужно с детства. 2019 год объявлен годом охраны труда в Транснефти. В нашей компании жизнь, здоровье и безопасность сотрудников является приоритетом. Знакомство со средствами индивидуальной защиты и устройством огнетушителей, примерка противогазов. Краткая программа обучения для школьников почти такая же, как для сотрудников нефтеперекачивающих станций. Особый интерес у школьников вызвали практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему. На данной лекции нам показали новое оборудование, которое приобрела компания «Транснефть». Это действительно оборудование, которое находится на уровне. Здесь на самом деле очень большой диапазон, и людям намного безопаснее будет работать в каких-то опасных условиях. Компания «Транснефть» была очень полезна для наших зрителей, так как они узнали, каждый слушатель узнал много нового, интересного и полезного для себя. Специалисты общества с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» по охране труда и начальник отдела пожарной охраны филиала Нерюнгринское районное нефтепроводное управление подробно рассказали школьникам о системе производственной безопасности сотрудников в условиях высокотехнологичного производства. Главное, что требовалось донести до сегодняшних школьников, будущих сотрудников разных производств, человек на предприятии – это самая большая ценность. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Сейчас короткая реклама, меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Лучший сварщик «Алроса» в Мирнинском районе провели конкурс профмастерства. За победу боролись работники из 10 подразделений алмазной компании. Кто в итоге победил и получил главный приз?
Архмосква в столице страны открыли престижную международную выставку дизайна и архитектуры. Там Якутия объявила о старте конкурса на лучшую концепцию площади Ленина в Якутске. Об этом и о многом другом позже. Продолжаем программу «Итоги дня» на Якутии-24. Меня зовут Влад Давыдов. Глава республики Айсен Николаев сегодня встретился с членами Союза женских организаций Якутии. Обсудили основные направления, которые вошли в указ, подписанный президентом страны в декабре прошлого года. Он меняет статус Союза женщин России с общественной организации на общественно-государственную. Союз женщин Якутии – одна из крупных общественных организаций в регионе, насчитывающей более 3000 активных членов во всех улусах республики. В свою очередь, глава Якутии поддержал начинание общественной организации и сказал, что регион окажет активную поддержку при выполнении этого плана. Также поручено заниматься семейной политикой, семейной демографической политикой, охраной материнства и детства в Российской Федерации. И данный статус говорит о том, что повышается статус общественно-государственной организации и полномочия по реализации, начиная с Союза женщин России, затем идут региональные отделения Союза женщин России и местные отделения. Открыта регистрация к участию в ежегодной республиканской деловой игре «Министр». Суть этой игры – в течение нескольких дней, разделившись на команды, защитить свои проекты и решить задачи республиканского масштаба. В этом году финал пройдет с 20 по 22 сентября. В игре может принять участие любой желающий от 16 до 45 лет. Большое внимание будет уделяться лидерским качествам участников. Победители не только войдут в кадровый состав региона, но и получат возможность стажировки в ведущих вузах России. Кроме того, в органах исполнительной власти Якутии. Деловая игра «Министр» проводится с 2009 года и за это время стала реальной площадкой по формированию кадрового резерва республики. С каждым годом количество участников растет, интерес растет, обновляются этапы, добавляются разные критерии отбора, добавляется креатив. В этом году, например, победители, финалисты могут уже проходить стажировку в ведущих вузах республики, могут найти возможность прохождения практики в министерствах и ведомствах нашей республики. Но это же самое главное, когда потенциальные лидеры, эффективные управленцы ощущают уже на себе функцию управления и участия в государственной политике. В Якутске дорожные службы городских и региональных предприятий обсудили вопросы качества строительства и содержания автомобильных дорог региона. Так, до 2024 года по региональным дорогам в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в нормативное состояние 1100 километров дорог. В том числе построить 109 километров, реконструировать около 33 километров, провести капремонт 6 километров и ремонт 952 километров дорог. Это позволит к концу 2024 года привести в нормативное состояние долю всех дорог в регионе до 39%. Что касается Якутска, то в текущем году приведут в столице в соответствии с нормативами 26 километров улично-дорожной сети. Нами сейчас закуплено измерительное оборудование, дорожная лаборатория, которая также нам позволит качественно провести осмотры, проверки. Тем самым мы, конечно, улучшим состояние. А эти проверки когда начнутся? Эти проверки, первая проверка мы, наверное, уже анонсируем уже на следующей неделе. И, соответственно, с началом работ, непосредственно строительно-монтажных, они будут уже проводиться еженедельно. И еженедельно при этом специалисты и заказчика, и управления дорог будут на объектах постоянно. То есть каждый день они будут проверять не только количество работников, но и количество материалов и количество техники. Якутск присоединился ко всероссийской акции «Stop ВИЧ-СПИД». Сегодня и завтра с 10 до 16 часов бесплатный экспресс-тест можно пройти в ТРК Туймада и в здании крестьянского рынка.
Его могут пройти все желающие от 18 лет и старше. Еще одна цель акции – рассказать о способах передачи вируса и о том, как себя уберечь. Экспресс-тестирование – это современный экспресс-метод, который позволяет, в общем-то, выявить ранние случаи диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. Экспресс-тестирование проводится очень быстро, в течение 10-15 минут люди могут узнать свой результат. На сегодняшний день на 2 часа уже прошло где-то около 170 человек у нас. И на крестьянском рынке где-то тоже в таких же цифрах. Рассчитываем, что на 2 дня мы, дай бог, обследуем 1000 человек на ВИЧ и на вирусный гепатит Б и С. Акция «Ночь в музее» пройдет в России уже в 13-й раз. В прошлом году по стране участвовали 2 300 000 человек. Это единственное время в году, когда культурные учреждения по всей России работают в вечернее и в ночное время. Якутия также присоединилась к этой акции. Так, 18 мая завтра в Якутске в парке «Россия. Моя история» с 11 до 16 часов гости смогут посетить все экспозиции бесплатно. Побывать на мастер-классе по реставрации книг, увидеть семейные раритеты от актива автодорожного округа и познакомиться с историей театрального искусства Якутии. Также можно будет найти себе пушистого друга благодаря акции от зоозащитников «В добрые руки». А вечерняя программа начнется в 20:00 и продлится до полуночи. Вечернюю программу откроет поэтическая театрализованная экскурсия. Наши экскурсоводы вместе с артистами Русского драматического театра имени Пушкина, а также вместе со студентами АГИИК проведут интереснейшую экскурсию по экспозиции Романовой. Программу продолжат элементы современной культуры. Это будет и концерт музыкальной группы «Собо», которая представит свой новый альбом. Это будет мультимедийные выставки от дизайнера Даны Игнатьевой. Лучшего сварщика «Алроса» выявили на конкурсе профессионального мастерства. За победу боролись 18 работников из 10 подразделений алмазной компании. В этом году добавили теоретическую часть. Это тест с вопросами на знание профессии, охраны труда и оказание первой помощи. Кто в итоге стал лучшим сварщиком «Алроса» и получил главный приз в 100 000 рублей? Сюжет Марии Урцевой. Конкурсантов поделили на 2 группы. Одна проходила тестирование на знание профессии, правил охраны труда и оказания первой помощи. Вторые изготавливали металлическую конструкцию. Юрий Пинчук – самый опытный из конкурсантов. Его общий стаж работы электрогазосварщиком 29 лет, 19 из которых он проработал в Нюрбинском комбинате. На конкурс Юрий попал впервые. Как оцениваете ваши шансы? Как вы считаете, молодые ребята смогут с таким, с небольшим стажем с вами соревноваться? Конечно, смогут. Я им составлю достойную конкуренцию. Другой участник Евгений Ставров из Треста «Алмазтехмонтаж». Он опытный конкурсант, участвует уже в 3-й раз. В этом году рассчитываете на победу? Кто на нее не рассчитывает? Надо же стремиться к победе, а там все мы тут достойные ребята, поэтому кому как повезет, кто как заварит. В этом году оценки впервые выставлялись по критериям международного конкурса мастерства WorldSkills. Проверяли правильность сборки, качество, герметичность, отсутствие дефектов и время. Само конкурсное задание мы приближаем ежегодно, начиная с прошлого года, мы само конкурсное задание приближаем к стандартам WorldSkills. И в дальнейшем также планируем, что будем соблюдать стандарты WorldSkills, чтобы качество оценки было на высшем уровне. По итогам конкурса 3-й и 2-й результат показали электрогазосварщики из «Алроса Газ» Максим Марадудин и Дмитрий Махнев. Победитель у нас Старов Евгений Сергеевич, «Алмазтехмонтаж». По словам организаторов, участники показали хорошие результаты. 7 конкурсантам вручили ценные призы. А победитель отправится защищать честь алмазной компании на профессиональный конкурс во Владивосток. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».
В Москве организовали престижную международную выставку дизайна и архитектуры под названием «Арх-Москва». На этот представительный форум отправилась и делегация из Якутии. Правда, в столицу страны якутяне поехали не как участники, а как заказчики. Наша республика готова реализовать амбициозные архитектурные проекты, касающиеся столицы республики. Подробности у Максима Кардозу. Сердце Якутска больше не будет прежним. Центральная площадь нашей столицы в скором времени должна измениться до неузнаваемости. Об этом рассказали во время 24-й международной выставки архитектуры и дизайна «Арх-Москва». Делегация нашей республики объявила о начале открытого конкурса на лучшую концепцию по реконструкции площади Ленина. Это часть реализации федерального проекта «Комфортная городская среда». Этот проект предполагает, что вообще по всей России должны быть созданы такие комфортные условия в городах. На 30% больше должно быть, чем сейчас существует. Создаются так называемые региональные центры компетенций, которые должны будут работать в части того, чтобы консультировать органы местного самоуправления в работе над созданием комфортных пространств у себя в поселениях. Так? Не столицы единой. Объявлен конкурс не только по реконструкции площади Ленина. Международных экспертов пригласили и к участию в создании нового туристического кластера на полюсе холода. Объекты туристической инфраструктуры, нацеленные на разные уровни туристов. То есть это и внутренний туризм, это и туризм так называемый для среднего кошелька, и это и туризм, нацеленный на высокий уровень привлечения иностранных туристов. Эксперты считают, что площадка выставки «Арх-Москва» – это уникальная возможность привлечь самых лучших архитекторов со всего мира. А главное – создать в Якутии по-настоящему уникальные центры притяжения мирового уровня. Видели 20 ярчайших потенциальных участников, которые, если бы они занялись объектами в Якутске и в Аймиконе, это было бы по-настоящему прорывным событием для республики. Удачный опыт сотрудничества с российскими архитекторами у Якутска уже есть. Это проект парка будущих поколений, презентация которого уже поражает воображение. И можно быть уверенными, что концепция обновленной площади Ленина и туристического кластера «Аймикон» точно будут не хуже. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте всегда в курсе.